Климатическая экспедиция стартовала 19 июня. Ее члены в количестве 7 человек успели поработать в Институте мерзлотоведения в городе Якутске, а также побывать в Чурапчинском улусе. В Хангаласском районе делегация посетила визитную карточку республики, Ленские столбы и Бизонарий Усть-Ботома. Хангаласский улус у нас это связано с тем, что особо охраняемые природные территории, они тоже испытывают воздействие. Плюс еще, конечно, здесь идет биоразнообразие, расширение, адаптация. Здесь, конечно, вопросы мы будем рассматривать и с лесными пожарами, потому что специалисты лесного нашего департамента, они тут будут. Потом вопросы, связанные с водным режимом, с рекой Леной. В принципе, тоже такая мечта, чтобы река Лена стала получать поддержку, особенно по очистным сооружениям и так далее. Вот у нас проект экологии тоже надо стучаться туда, надо всегда будировать. В Усть-Ботоме ученым представили годовалого самца бизона, которого решили назвать «Климат» в честь основной темы экспедиции. Затем состоялся семинар-совещания, в котором также приняли участие представители Минэкологии республики. В этом году мы фактически стартовали, фактически только обозначили проблемы, и они вот будут завтра в резолюции все как-то, по возможности сформулированы. В будущем году пока планируется проведение Всемирного климатического форума в рамках Арктического совета именно в Якутии. И мы надеемся, что мы будем одними из соучредителей и примем активное участие. Работа климатической экспедиции продолжится и в 2024 году. В ее рамках планируется приезд ученых с посещением уже других районов республики. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.